4 февраля мне нужно будет проходить заново флюорографию, разбор, да, как обычно это бывает. И далее определять по месту требований. Вот, насколько я знаю, теперь эта проблема возникает в регистратуре и везде. Эти справки, вот эти, да, там норма, не норма, их не выдают. Поясните, пожалуйста, ситуацию, что это такое? Марина Юрьевна, здравствуйте. Мария Юрьевна. Да. Добрый день. Главный врач Ухтинская городская поликлиника. Меня зовут Антонина Петровна. Скажите, пожалуйста, вам флюорография нужна для каких целей? Ну, как понять, для каких? Допустим, я хочу где-то сделать операцию в другом городе, там это везде требуют. Дальше, допустим, мне нужно идти навестить там маму в больницу, требует флюорографию, опять же таки, ну и так далее, тому подобное. Ее везде требуют. Хорошо. Я обычно даже, вот я говорю, даже на операцию требует флюшку в первую очередь, так скажем. Значит, Мария Юрьевна, для того, чтобы вам поехать на оперативное лечение, предварительно вы проходите обследование. Обследование проводится у врача-терапевта участкового. Когда вы приходите, вам выписывают все направления на все абсолютные исследования, в том числе флюорографию. И врач-терапевт участковый готовит пакет документов, в котором вкладывается и флюорография. То есть вам никуда ходить для этих целей за флюорографией не нужно. Для посещения пациентов в стационаре Ухтинской городской больницы флюорографическое обследование не требуется. Только что у меня сразу перед ним подруга лежит в детской, с двумя маленькими детками, я хотела к ним прийти, она говорит, принесешь флюшку, тебя пропустят. Это живой пример. Значит, по детской больнице, по флюорографическому обследованию тех родителей, которые находятся вместе в стационаре, точно так же собирается определенный пакет документов, то есть я не буду озвучивать весь перечень, они проходят флюорографическое обследование, никаких проблем нет, флюорография вкладывается в этот пакет. Если вы... Пакет собирается, чтобы мне навестить, куда мне надо идти, в поликлинику к бортовому терапевту? Подождите, я говорю сейчас о маме, которая лежит с детьми в стационаре. Да, но я хочу навестить их без флюшки, но не пускаю. Если вы навещаете этих детей, вот я первый раз от вас это слышу, давайте договоримся таким образом. Я уточню у главного врача детской больницы, нужна ли флюорография, потому что до сегодняшнего дня она никому не нужна была для посещения в детской больнице. Это единственное, когда ребенок после роддома переводится на реабилитацию, тогда люди, посещающие этого ребенка, да, требуется флюорография. Тут не нужно никуда ходить, вам должно быть, вы приходите, говорите об этой проблеме, и вам флюорографию выдают на руки после прохождения в течение 24 часов. Хорошо, теперь, знаете, Антонина Петровна, вопрос такой. Вы мне про операцию говорили про терапевта, а если я еду, допустим, платно и, допустим, по гинекологии, то есть терапевт здесь мне вообще ни к чему, я сама платно сдала анализы, как это платить, потому что это быстрее, это надежнее и там так далее. И еду платно делать операцию. Что в этом случае? Где мне взять эту флюорографию? Независимо от того, какая форма лечения, платная, бесплатная, по квоте, ни одна клиника вас не возьмет после полного обследования и заключения терапевта для проведения оперативного лечения. Поэтому врач-терапевт, который вам проводит это обследование, если вы проходите платно, в любой клинике, клиника, которая проводит вам это обследование, имеет договор, должна иметь договор на проведение флюорографического обследования с любой клиникой, где есть флюороаппарат. Клиника дает вам направление. Естественно, вы, если проходите платно, в этой клинике все оплачиваете. Вы делаете флюорографию по направлению от платной клиники, флюорография выдается в течение 24 часов. Если у вас если на работе, например, раз в год заставляют проходить, как положено проходить флюорографию, потом берем эту бумажку. Я вас поняла, я вам расскажу весь порядок прохождения флюорографического обследования при прохождении периодического или предварительного медицинского осмотра. Статья Трудового кодекса 213, можете записать и посмотреть в интернете. На основании этой статьи работодатель обязан работнику, который у него работает и имеет опасные и вредные факторы на производстве, организовать
проведение периодического медицинского осмотра. На работодателя ложится обязанность оплатить прохождение медицинского осмотра. По 302 приказу, по которому вы проходите периодический медицинский осмотр, в перечень включена либо флюорография цифровая, либо рентгенография в 2 проекциях. Та клиника, в которую обращается ваш работодатель, это будет либо прямой договор, либо направление лично вас в эту клинику, либо это будет процедура торгов по 44-му федеральному закону, по аукциону, в техническое задание или в направление, которое вы получаете, там идет весь перечень обследования, и флюорографическое обследование должно быть включено, потому что оно идет по 302 приказу и состоит в перечне. Работодатель, направляя вас, естественно, оплачивает вам проведение периодического медицинского осмотра. Та клиника, в которую вы получили направление, существует тот же самый порядок. Она должна иметь договор с медицинской организацией, где имеется флюорооборудование, и эта клиника, это уже не ваша должна быть проблема, работодатель за вас заплатил, эта клиника должна вам выдать направление, и вы идете, все проходите, и этой клинике, та клиника, которая провела вам флюорообследование, возвращает все результаты, чтобы вы не ходили никуда, не оббивали пороги и не просили флюорографию. Я поняла, почему у вас возник этот вопрос. Значит, вы обратились, скорее всего, в платную клинику, так ведь, для прохождения периодического медицинского осмотра. Да-да-да. Клиника, нарушая лицензионные требования, не имеет договора на флюорообследование и отправляет вас вот в эти мытарства. Я просто хочу сказать, что на сегодняшний день вот эта проблема, которая возникла в Ухте, мы обратились... Проблема, на самом деле. Послушайте меня, значит, в Росздравнадзор было написано письмо еще в декабре месяце. Я не буду озвучивать клинику, которая называется, проводит неправильно вот эти вот осмотры, не имеет договора на проведение флюорографического обследования. В течение месяца была проведена проверка, и дело передано на сегодняшний день в суд для наказания вот этой клиники за нарушение лицензионных требований, так как они не имеют договора на флюорографическое обследование и гоняют своих пациентов, используя деньги не по назначению. То есть поликлиника не должна содержать платную клинику. У нас их в городе много, они зарабатывают деньги. Платить за работу поликлиники, за свою же, за их работу они не хотят. Почему они должны паразитировать на поликлинике? Скажите мне, пожалуйста. Так, ну можно так, если подвести итог, Андрей Петровна, допустим, на работе нам дают направление, мы идем на этот снимок, делаем, и нам на руки выдают результаты. Значит, послушайте меня, вы нам, наверное, немножко не поняли. Вам работодатель выдает направление в определенную клинику. На вторую поликлинику мы всегда ходим. Нет, вы проходите медосмотр где? Во второй поликлинике? Ну, да, во второй поликлинике, там на первом этаже. Если вы приходите во вторую поликлинику, у вас не должно быть никаких проблем с прохождением флюорографического обследования и с походом забирать эту флюорографию. Это абсурдная ситуация, понимаете? У нас внутри клиники этого не происходит. Это происходит только, если вы обращаетесь в платную клинику. Хорошо. Ну, то есть проблем не будет, также на результаты на руки дадут. Если вы придете именно к нам по направлению от работодателя, если с нами заключен договор у работодателя. Внутри второй поликлиники проблем не будет никаких абсолютно. Ну, понятно. Знаете, еще какой один вопрос последний. По федеральному каналу, по первому, сказали, значит, в новостях, что поскольку теперь лекарства большинство по рецептам, что врач может выписать рецепт на целый год, и чтобы люди не паниковали и не переживали, на год выписываешь, и выписывают, и все нормально. Можете подтвердить или опровергнуть это?
Да, это действительно так. Значит, если вы состоите на учете, имеете какое-то хроническое заболевание и принимаете лекарственные препараты постоянно, вы приходите к доктору на прием, вам выписывается рецепт даже на год, то есть от 60 дней до года. В этом рецепте может быть прописан порядок получения лекарственных препаратов, то есть кратность. Раз в 2 недели, допустим, вы посещаете аптеку с тем же самым рецептом, или раз в месяц, или раз в квартал, или раз в год. То есть это доктор определяет порядок получения лекарственных препаратов. Ну вот я и хотела спросить, на год можно Да, ли да, рецепт да, действительно не так. отдавать его в аптеке, а также ходить с ним и получать Все лекарства? правильно. Платно. Это платная выписка лекарственных препаратов, это не льготная. Нет, понятное дело даже, я про это Да, не говорю, я да. говорю именно про те, которые там по рецептам сейчас ставят, что рецепт на год действует. Да, все это так. Спасибо большое за ответы. Всего доброго. Пожалуйста, До свидания. всего доброго. Спасибо.